Президент Рауль Хаджимба подписал распоряжение о придании аэродрому международного аэропорта Сухум имени Ардзинба статуса аэродрома совместного базирования. Проект распоряжения президента предусматривает использование аэропорта для размещения гражданских и государственных судов в соответствии с Воздушным кодексом Республики Абхазия. Проект представил председатель Госкомитета по управлению госимуществом и приватизации Вахтанг Пипи. Это все делается по поручению президента. В прошлом году мы начали отрабатывать этот проект. Привлечен российский инвестор, который согласился вести проектно-сметные работы на этом объекте. В течение следующего месяца полностью заканчивается составление проектно-сметных документов. Как рассказал Вахтанг Пипи, в 2006 году Международная организация гражданской авиации, которая устанавливает международные нормы гражданской авиации и координирует ее развитие, аннулировала коды аэропорта Сухум и изъяла информацию о нем из своих документов. Несмотря на то, что с 1993 года аэропорт де-факто закрыт, спецрейсы, в частности ООН, все же осуществлялись. Однако аннулирование кода привело к закрытию аэропорта уже де-юре. Кроме военной авиации, все авиакомпании, члены Международного воздушного союза не выполняют полеты в Абхазию. Российские авиакомпании также не летают в Сухум во избежание санкций со стороны этой же организации. Пипи отметил, что аэропорт после открытия сможет принимать от 3 до 5 тысяч пассажиров в сутки и использоваться для авиационных грузоперевозок. Международный аэропорт города Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба для выполнения международных полетов присвоит Международному аэропорту Сухум имени Владислава Григорьевича Ардзинба и воздушному пространству Республики Абхазия международный четырехбуквенный код УРАС. Начальник отдела государственного регулирования гражданской авиации Госуправления по транспорту Заурешба пояснил значение букв кода, где У – это обозначение, принятое Международной организацией гражданской авиации для всех стран постсоветского пространства. Р – так называемая Ростовская воздушная зона, которая является центром управления полетов для стран Европы. А – обозначение Абхазии и С – Сухум. Он проявил готовность к подбору и обучению кадров уже сейчас. За 27 лет, так будем говорить, недеятельности, не функционирования нашего аэропорта, мы потеряли большое количество специалистов. Аэропорт, как вы знаете, это высокое технологичное производство, поэтому подготовить сегодня к моменту, когда я не знаю, решится этот вопрос, высоких специалистов, это очень сложно. Но есть среднее звено, которое мы можем сегодня же, при решении этого вопроса положительно, приступить к созданию кадров, отбору и подготовке, обучению кадров. Вот это я хочу, чтобы заранее чтобы максимально привлечь наших граждан к этой работе. Открытие международного аэропорта Сухум имени Владислава Ардзинба имеет важное значение для Абхазии, в том числе и как для туристической страны. Аэропорт – это неотъемлемая часть коммуникаций с внешним миром. И это как раз-таки вопросы укрепления тех связей, которые позволят нам получить и туриста, получить и людей, приезжающих к нам не только в качестве туристов, а в качестве и инвесторов. Мы же говорим о том, что аэропорт работает не только в сфере авиационных, как говорится, деятельностей, а аэропорт дает возможности и вне авиационной, как говорится, деятельности получать дополнительные доходы. А это наши с вами бюджетные возможности. Это только первые шаги. И все будет зависеть от того, как мы будем выстраивать эти отношения, как мы будем настойчивы в этих вопросах. Члены правительства перешли к рассмотрению вопросов дополнительной повестки. Был одобрен проект постановления о представлении президенту предложения о подписании соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Абхазии, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия. В рамках данного соглашения предполагается увеличение денежного довольствия. Сумму, которая планируется на 2019 год, это порядка 150 миллионов рублей. На 2020 год планируется увеличение до 300 миллионов рублей. И в 2021 году планируется увеличение в размере 450 миллионов рублей.
Отдельно по направлению улучшения материально-технического оснащения. Речь идет об увеличении финансирования на 188 миллионов в 2019 году, на 108 миллионов в 2020 году и на 98 миллионов в 2021 году. Части средств бюджета Республики Абхазия, которые мы должны будем изыскать, как только данное соглашение пройдет все внутригосударственные процедуры, как только оно будет подписано и вступит в силу, мы, безусловно, будем выходить в парламент с предложениями по корректировке действующего закона о республиканском бюджете в целях выполнения тех обязательств, которые мы возьмем на себя в рамках данного соглашения. В целях управления национальным парком Республики Абхазия Кадорское ущелье и обеспечения режима особой охраны его территории правительством принят нормативно-правовой акт, утверждающий положение о национальном парке и создание государственного природоохранного учреждения для управления национальным парком. Срок создания учреждения определен постановлением до 1 октября 2019 года. Абхазия получает 27% своей территории под особо охраняемую территорию. Таким образом, это показатель самый высокий в мире. Мы выходим на первую позицию по отношению территории к особо охраняемой территории. Если еще мы сумеем дополнить это соответствующим содержанием, то это и политическое решение, и международный резонанс, показатель того, что Абхазия демонстрирует приоритеты в современном мире, показывая, что сохранение уникальных природных сообществ является национальной политикой. С другой стороны, это, конечно, непростая система управления, потому что она включает в себя не только природную территорию, но она включает в себя населенные пункты. Главная задача состоит не в том, чтобы закрыть эту территорию, а наоборот сделать ее открытой и создать модель устойчивого развития общества и природной среды. Далее заседание членов правительства под председательством президента Рауля Хаджимба прошло без участия журналистов.